Всем доброго утра, отличного настроения. Мы решили выбраться из нашей студии, хотя там, конечно, кондиционеры хорошо, но нету такого солнца и такого настроя. Смотрите, сколько людей уже вокруг, сколько машин. Это говорит о том, что утро начинается бодро, здорово. И мы рады быть частью вашего хорошего настроения. Но если вы еще дома пьете чашечку кофе, то посмотрите, я вам точно сообщаю, что на улице уже жарко, уже светло, уже прекрасно. Поэтому выбирайтесь, и можно устроить такую утреннюю бодрую прогулку. Можно, кстати, вместе с нами. Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал и Макс, где можно посмотреть последние новости и прогноз погоды. Кстати, о погоде. Итак, в центральных районах сегодня 27-31 выше 0, в Заречной группе 30-36 со знаком плюс, в южных плюс 19, плюс 24, в Вилюйской группе 9-15 выше 0, в Нижнеленских плюс 11, плюс 17, в западных 11-14 со знаком плюс, в Колыма-Индигирской группе Улусов 5-28 градусов тепла, в Янских плюс 7, плюс 12, на северо-западе 1-11 выше 0. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 28 градусов. Атмосферное давление 739 метров ртутного столба. Ветер 3 метра в секунду северо-западный. Ну а днем нам обещают небольшой кратковременный дождь, грозу. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду, температура 31-33 градуса тепла. Ну, такой текст не запомнишь, поэтому прочитала, гарантирую, что вот такой прогноз нам сегодня обещают. Ну а что же может быть лучше, правда, в такую жару, чем что-нибудь вкусное, сладкое и немножко необычное? Мы нашли для вас уникальный рецепт. Не просто мороженое, а тропическое мороженое, банановое, но с ноткой Востока. Как это приготовить, узнаем прямо сейчас. Всем доброе утро! Меня зовут Надежда Тимофеева. Я сегодня хочу вам показать и рассказать, как можно по-другому заваривать матча. Я с собой взяла замороженные бананы. Вы заранее можете заморозить, либо за 2-3 часа заморозить. Мы сделаем банана матча мороженое. Это очень полезно для тех, кто следит за собой, кому нельзя сахара, у кого диабет. Здесь у нас не будет абсолютно сахара, ни сахарозаменителя, да, и при этом вкусный холодный десерт получится. Как я сказала, бананы заранее замораживаем в морозильнике. 2-3 часа, в принципе, достаточно. Либо же накануне сделать. Если вы накануне сделали, вытащите и немножко придержите при комнатной температуре минут 20-30, чтобы в блендере хорошо было размолоть. Мы берем любой блендер, можно вот такой, как у меня сегодня, погружной, либо же бывает закрытый тип. Чем мощнее, тем лучше и быстрее у вас получится. Так, что же мы делаем? Берем сначала чашу, наш банан. У меня тут парочка, я возьму один, положу в нашу чашу. Возьму порцию чая матча. Помните, да, чай матча – это японский чай, перемолотый специальным образом в порошок. Также он произрастает, и у него технологии, как у японских чаев, но укрывает перед сбором чайных листьев, за счет чего она очень богата антиоксидантами, также аминокислотами. В одной порции чая матча более 300 аминокислот. Вы представляете, если вы пьете одну порцию чая матча, это примерно 11 чашек хорошего премиального зеленого чая. Бывают люди, которым не заходит вкус чая матча. Это чай непростой, он не с первого глотка, обычно там с 3-4 люди только начинают понимать. И поскольку, когда мы первый раз пробуем, он может быть диковинным и очень необычным. Вот такие 2 бамбуковые ложки берем. Либо же, если у вас бамбуковой ложки нету, то вы можете просто чайную ложку без верха. Положили банан, положили матча и теперь взбиваем блендером.
Вот так можно использовать зеленый чай матча. У нас получилось мягкое мороженое и при этом с такими же полезными свойствами, как матча. Можно сюда добавлять разные ягоды: клубнику, малину, голубику, чернику, все ваши любимые ягоды. Открывайте мир чая, заваривая либо приготавливая разные десерты. У вас будет богатый опыт с чаем. Поэтому объедение получается просто потрясающе, необычно, интересно, уже хочется попробовать, ну и приготовить, конечно, всей семьей в такую жару. Это отличное занятие. Дома мороженое освежает. Ну а прямо сейчас, для того, чтобы по-настоящему проснуться и было чем поделиться с коллегами по работе, о чем поговорить под кондиционером, делимся последними новостями. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Якутии поддержка многодетных семей становится реальностью. За первые полгода этого года более 6,5 тысяч семей получили льготу в 30% на оплату коммунальных услуг, независимо от уровня дохода. На эти цели направлено свыше 97 миллионов. За 6 лет число многодетных семей в республике выросло на 26%, с 29 до 37 тысяч. Якутия лидирует по рождаемости на Дальнем Востоке и входит в топ-10 регионов России. Все это результат системной работы в рамках президентского нацпроекта «Семья». Российские школьники бьют рекорды на ЕГЭ этого года. 330 тысяч выпускников набрали 70 и более баллов. Это почти каждый второй участник, на 52 тысячи больше, чем годом ранее. Самый заметный рост по естественно-научным предметам. Именно эти ребята станут будущими инженерами, врачами и технологами. Средние баллы растут по всем дисциплинам. За 5 лет прибавка и вовсе достигает 10-12 пунктов. Впервые за четверть века появилась 500-бальница. Московская школьница Екатерина Малкова набрала максимальные 500 сразу по 5 предметам. Еще 8 человек преодолели планку в 400 баллов, а 933 выпускника из 77 регионов стали 200-бальниками. Всегда под рукой. В мессенджере Макс начал работать чат-бот канала и сервисы Якутии. Единая точка доступа ко всем важным услугам региона. Теперь не нужно искать нужные сайты, приложения или формы в разных местах. Достаточно написать боту, и он направит туда, где можно получить справку, подать заявление, записаться к врачу или узнать новости от правительства республики. Как отмечает министр цифрового развития Петр Николаев, это навигатор по цифровой экосистеме Якутии, который объединяет самые востребованные сервисы в одном окне. С начала сезона в Якутии зафиксировано 496 случаев укусов клещей, большинство из которых произошли в 4 районах республики. По данным Роспотребнадзора, 85% случаев зарегистрировано в Алданском, Нерюнгринском, Алекминском и Ленском районах. Из общего числа пострадавших 147 человек были полностью привиты, а более 200 получили экстренную серопрофилактику. Всего на текущий момент вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 15,5 тысяч жителей региона. Для населения рекомендуем при пребывании в лесной зоне в белую одежду, чтобы был виден клещ. Также каждые полчаса рассматривали друг друга, чтобы на наличие клеща. Ну и по прибытию домой обязательно, чтобы все вещи, которые с собой носили, себя осматривать на наличие клещей. При укусе клещей обязательно обратиться в медицинское учреждение для удаления и получения иммуноглобулина. Команда яхт-клуба «15-летний капитан» завершила 700-километровый парусный поход от Якутска до поселка Сангар. Экспедиция из 8 человек под руководством Сергея Помогаева преодолела маршрут за 8 дней на 3 современных катамаранах, приобретенных по гранту «Паруса в городе». Несмотря на сильный шторм в районе Кангаласов, экипажи успешно справились с испытаниями и выдержали график. Теперь яхтсмены готовятся к походам по северным маршрутам и участию в соревнованиях на Дальнем Востоке. Перед тем, как идти на походы на речку, здесь тоже проходили занятия. Абсолютно все, кто в команде, они проходили. И вплоть до переворачивания катамарана полностью. Походы у нас в основном все категорийные. И на каждую категорию есть свое положение. То бишь, как бы ты не можешь причалить ближе 30 километров к населенному пункту, скажем, такие моменты. Вот. Поэтому, когда сам поход пишется, да, получается,
Весь маршрут уже расписан, где у нас стоянки будут, где аварийные стоянки, выходы, допустим. На этом все. Эфир телеканал продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Всем доброго утра, еще раз хорошего настроения. Ну, вообще здорово, когда выходишь на улицу и понимаешь, что спорт – это современная действительность. Столько людей бегает, катается на велосипедах, делает упражнения. Вот даже на нашем фоне девушка пробежала уже не первый круг по площади Республики. Поэтому, если вы еще не выбрались из дома и жара вам немножко мешает заниматься спортом на улице, мы предлагаем комплекс упражнений, который можно сделать у экрана. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Первое упражнение – это болгарские выпады с помощью фитбола. Наш мяч мы располагаем сзади себя. Носочек кладем на мячик, фиксируем наше равновесие. Делаем вдох, мяч немножко откатываем назад, делаем выпад. На выдохе мы поднимаемся за счет сжатия ягодицы. Вдох, выдох, вдох, выдох. Важно смотреть в одну точку, чтобы держать хорошо равновесие. Выдох. 4, 3, 2, 1. Выполняем этот комплекс 3 подхода по 15 повторений, затем меняем ножку. В следующем упражнении мы проработаем заднюю поверхность бедра, а именно бицепс бедра. Для этого исходное положение у нас будет лежа на спине. Ножки ставим на середину нашего мяча. Делаем вдох, поднимаем наш таз. На выдохе мяч подкатываем к себе. Вдох, выдох, вдох, выдох. Важно все время держать таз наверху. 5, 4, 3, 2, 1. Вернули таз на коврик и аккуратно поднимаемся. Выполняем тоже 15 повторений, 3 подхода с интервалом отдыха 15 секунд. Следующее упражнение для проработки пресса, но также здесь работает задняя поверхность бедра и ягодичная область. Для этого мяч располагаем перед собой, упор на локтевые суставы. Делаем вдох, ягодицы оттянули назад, на выдохе мы выходим в планочку. Вдох, выдох. Важно очень сильно втягивать живот, хорошо держать мышцы кора. Ни в коем случае мы сильно не прогибаем поясницу. То есть вот этого не должно быть. Выходим в ровную линию. Следующее упражнение на дельтовидные мышцы, и также здесь задействуют наши грудные мышцы. Для этого мяч мы берем по бокам, по центру. Важно сжать его ладошками максимально сильно. Делаем вдох, локти тянем в сторону. На выдохе мы выводим мяч от груди. Вдох, мяч к себе, выдох. Все время ладошками мы мяч сжимаем. 5, 4, 3, 2, 1. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Выполняем 15 повторений по 3 подхода. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки диагонально. Сделали вдох, сели, и на выдохе мы вытягиваем корпус в диагональ. Вдох, выдох, вдох, выдох. Животик тоже втянут, поясничный отдел у нас прямой. Мы ни в коем случае не прогибаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
На этом наша тренировка подошла к концу. Мы получили заряд бодрости. Всем прекрасного дня! Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Сегодня мы встречаемся на площади, это не случайно, потому что мы сегодня встречаемся с Владимиром, он руководитель, так сказать, социальной инициативы по благоустройству, именно клумб на площади Ленина. Владимир, еще раз доброе утро. Доброе утро. Как вообще родилась идея организовать такую социальную инициативу в виде подготовки, очистки этих клумб? Сама идея появилась, когда я в социальных сетях увидел фотографию состояния клумб. И потом решил сделать необычное свидание со своей девушкой, совместить полезное с приятным. И вот так пришли, очистили, все сделали. Для девушки это было неожиданно. Да, необычно. То есть ей предварительно сказали, встречаемся на площади Ленина. Ну, вместе мы живем, просто пришел, забрал, сказал, пошли и сделали. Сюрприз сказал. Ну, здорово, что такой позитивный настрой. Мы знаем, что у биолога как-то это связано с вашей профессией, то есть как вы подходили к процессу, и знаем, что очень много инициативной группы людей вас поддержали. Да, ну, я отучился на биолога, с детства привязан к растениям, тесно связан с ними, и хотел как-то сделать приятное для города, для республики. И обратился к людям, люди меня поддержали, пришли, около 20 человек. Друзья, близкие, знакомые и неравнодушные люди городу. Было интересно всем вместе? Да, забавно было так. В итоге Весело. что мы должны получить на клумбах? Ну, сказали, что посадили газон, тут семена посажены, результат увидим в следующем году, ну, и ближе к осени. Надеюсь, вот как в городе, площади республики будет. Ну, то есть будет такое хорошее сочетание Да. зеленого и зеленого. Да. Здорово. А вы считаете, какие еще места города Якутска требуют благоустройства и где бы могли помочь сами жители? Ну, таких мест на самом-то деле много, но хотелось бы сказать о набережной озера Сайсары. Там очень мало цветов, там пыли много, и цветы это они выделяют, фильтруют. Поэтому было бы хорошо, если бы посадили много цветов. И на сквере Матери. Там очень мало цветов. Как вы думаете, граждане сами могут принять такую инициативу? И что для Да. этого, может быть, нужно административно сделать? Вы Нет. куда-то обращались? Ну, люди сами по доброте души могут сделать, посадить. Каждый по одному цветочку, тогда будет очень хорошо. Где хотят, там и посадят. Появилось ли желание продолжать такую инициативу и появились ли какие-то уже предложения к вам? Ну, если бы, как сказать, финансы были бы, сам бы посадил здесь цветы, но таких финансов у меня нету. Ну, в дальнейшем могу, да, ухаживать за ними. То есть вы даже готовы поддержать Да. свое дело? Отлично было бы. А есть ли какие-то глобальные планы вообще в области профессии, что-то развить в республике? Может быть, есть какой-то проект? Озеленение сделать, Озеленение Да. повсеместно. да. Может быть, есть какая-то методика, теория, которая интересна, с учетом того, что у нас постоянно говорят, что не хватает земли, не хватает света, не хватает полива. Ну вот, да, полива не хватает, а у нас почва благоприятная на самом-то деле. Просто полива не хватает, частый полив и финансы. Все. И у нас Чтобы будет зеленый город. Да, будет. Есть ли у вас какие-то любимые растения, любимые цветы, которые вы, может быть, когда-нибудь увидим в городе Якутске благодаря вам? Ну, у меня на самом-то деле таких цветов любимых нету. Главное садить любые цветы с любовью, тогда они будут цветить и пахнуть. Насколько важно отношение людей к своему городу, на ваш взгляд, именно в плане озеленения? Ну, вот, например, люди, для озеленения посадили деревья. К сожалению, мы часто ломаем их, из-за этого они не растут. Если мы будем бережно относиться к растениям, то растения ответят нам любовью и заботой сами. Будут расти, цветут и пахнут. Ну, то есть от каждого вклада, даже у Да. своего подъезда, будет зависеть, насколько будет красивый город. Да, совершенно верно. Спасибо большое за вашу инициативу. Будем надеяться, что это будет хорошим примером для подражания. И, конечно, ждем в следующем году результат вашей работы. Будем радоваться. Да. Спасибо. До новых встреч.
Дорогие друзья, правда, от каждого решения зависит, что мы увидим в нашем городе. Поэтому вот пример настоящего героя. Дальше все в ваших руках. Можно, я думаю, и обратиться и за консультацией. Тоже инициатива будет поддержана, и вам тоже помогут и соседи, и близкие, и друзья. Ну а прямо сейчас спешим рассказать о героях прошлого. Сегодняшняя дата в календаре истории в нашей постоянной рубрике. На календаре 10 июля. Сегодня отмечают День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. По народному календарю Самсон – Синагной. На Руси Самсона, Самсона называли также Синагноем. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, и заготовленное сено, а на Самсона сенокос был в самом разгаре, намокает и загнивает. Кроме того, дождь на Самсона обещал еще 7 недель мокрой погоды до самого бабьего лета. На Самсона дождь, 7 недель тож, говорили люди. Зато ясная погода предвещала 7 недель безоблачного неба. Этот день в истории. 1709 год, 10 июля. День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. В этот день родились 1765 Петр Багратион, русский военный князь, герой Отечественной войны 1812 года. 1856 Никола Тесла, американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик. 1902 Сергей Лемешев, советский оперный певец, лирический тенор, народный артист СССР. 1905 год Лев Кассиль, советский писатель-прозаик. 1947 год родился Илья Олейников, советский и российский актер и телеведущий, народный артист России. 1981 появился на свет Михаил Дегтярев, российский государственный, политический и общественный деятель. Именины сегодня отмечают Александр, Владимир, Мартин, Самсон. Когда начну. Всем еще раз доброго утра. Вот такой сегодня уникальный день. Но мы хотим сказать, что много неофициальных праздников. Сегодня, например, День любви к капибарам. Кто бы мог подумать? Вот. Да, что про издержки, так скажем, работы в живом эфире на улице, да? Да, сегодня День любви к капибарам. Эти уникальные животные радуют наш глаз, и столько всяких наклеечек, столько мемов, столько всего интересного. А мы хотим переместиться в московский зоопарк и рассказать, как же они живут. Итак, в московском зоопарке на днях прошло плановое ультразвуковое исследование местных капибар. Ветеринары с портативным аппаратом УЗИ работали прямо в открытом вольере, а животные спокойно поедали угощение и даже не думали нервничать. Как пояснили в зоопарке, диагностика завершилась успешно, и специалисты узнали кое-что интересное о состоянии здоровья своих подопечных. Благодаря регулярным тренировкам и доверительным отношениям с капибарами самые крупные грызуны добровольно проходят на процедуры. Ни наркоза, ни паники. Ветеринары терпеливо подходят к каждому пациенту. Капибара – самый большой из ныне живущих грызунов. В дикой природе они обитают в умеренных и тропических областях Южной Америки, ведут полуводный образ жизни, отлично плавают и ныряют. А их невозмутимый нрав давно сделал их любимцами интернета. Взрослая особь может весить до 60-70 килограммов, а живут капибары около 80 лет. Неудивительно, что им посвятили целый день в году. Сегодня как раз он. Так что новость из зоопарка – отличный повод вспомнить о самых добродушных грызунах и порадоваться, что с ними все в порядке. Ну, такие вот замечательные грызуны, которые, правда, вызывают огромную улыбку. Но вообще улыбку вызывает многое. Вызывают наши цветы на окнах, да, наши парки, наши клумбы города, все, что нас окружает. И поэтому мы всегда спешим к вам на помощь. И сегодня хотим рассказать, если вы очень любите папоротники и хотите их выращивать, то как это сделать правильно, чтобы они росли, узнаем прямо сейчас. Растения, которые любят пить, это ксенанты, маранты, папоротники и всеми любимое женское счастье. Если у вас есть такие растения, я рекомендую их посадить на фитиль. Сегодня я покажу, как это сделать. У нас вот такой вот экземпляр. Это асплениум варигатный или папоротник. Берем, достаем его из кашпо. Чуть-чуть поменяем грунт.
мы с вами посадим его в 50% перлита и 50% земли. Фитильный полив – это когда у нас веревки синтетические, касаются корней растения. Таким образом, растение через эти веревки питает воду из второго горшка. Длина веревки зависит от вашего усмотрения. Самое главное, чтобы шнур был синтетический, потому что он быстрее просохнет, быстрее впитает влагу и быстрее сможет напоить растение до нужного вам и нам состояния. Такую веревку можно купить в любом хозяйственном магазине. Она может называться бельевой или синтетический шнур. Землечки. И самый главный момент – это сейчас корешки соприкоснуть с нитью и дать им возможность пить самостоятельно. У нас с вами первый полив сейчас будет поверху, а следующие поливы уже можно воду добавлять во второй стакан, где у нас нити и вода. Вот наша корневая, и к ней подводим веревочку. Прямо в луну подсовываю веревку, чтобы она точно соприкасалась с корнями, трамбую. И вот тут, чтобы прикрыть вот этот субстрат, еще чуть-чуть сверху добавлю земли, трамбую. Вообще, когда у вас растение на фитильном поливе, его можно поливать всего один раз в 15 дней. Не так, как мы поливаем, допустим, я папоротники поливаю 2 раза в неделю, это каждую неделю. А когда я их пересаживаю на фитиль, я поливаю всего лишь 1 раз в 15 дней. Но не всем такое подходит. Допустим, есть растения, которым нельзя быть переувлажненными, это хои и другие любители все-таки сухости. Но что о папоротниках и о нашем любимом женском счастье, это отличный вариант для того, чтобы оно у вас было красивым, пышным и с большими листьями. И вот, наверное, часто видите, что растение желтит листья. Вот тут вот у нас видно, что была какая-то пересушка, растение пожелтело, и это из-за недостатка влаги, потому что оно вовремя не смогло попить воду, мы не увидели. И как раз-таки фитильный полив нивелирует эту проблему и может помочь избавиться от такой неприятности. И как я говорила раньше, первый полив у нас проходит поверху, а потом вы уже поливаете в нижний стакан. После полива обязательно придавливайте, потому что землю нужно трамбовать хорошо, она все равно усядется после нескольких поливов. Поэтому старайтесь горшок заполнять доверху. И вот так вот веревочки докасаются до воды, и влага проходит по веревкам прямо до корневой системы. И так растение может 15 дней существовать без вашего внимания. Вот. Обязательно сажайте свои растения таким образом, так у вас будет больше свободного времени и меньше мороки. Спасибо. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Говорят, что у каждого города есть свое лицо. И сегодня мы хотим отправиться в Хабаровск. В Хабаровске это лицо освещено солнцем. Не зря его называют городом солнца. И наши коллеги сняли документальный фильм о жителях города Хабаровска, тех, кто добился успеха. Как это было, узнаем в следующем сюжете. Обычный двор жилого дома стал съемочной площадкой фильма «Город солнца Хабаровск». Все атрибуты кинопроизводства, включая легендарную хлопушку, на месте. Идет настройка оборудования. По сюжету герои фильма должны выйти из подъезда, сесть в машину и поехать в путешествие. Камера будет находиться вот здесь.
Снимать она будет пассажирское сиденье машины. Благодаря этому мы сможем с 2 камер заснять и водителя, и пассажира, запечатлеть их эмоции. В основном в съемочной группе студенты хабаровского филиала ВГИКа и ТОГУ. В коротком метре они уже успели заявить о себе. Сейчас задача куда масштабней. Для большинства из них это первый шаг в полнометражное кино. Это как раз-таки было основной нашей целью — собрать чисто дальневосточную команду из молодых специалистов в киноиндустрии. Таким образом, фильм помогает нам не просто создать какой-то конечный продукт, документально-художественное кино, а еще и поднять нашу киноиндустрию на новый уровень. Город солнца Хабаровск, сцена 1, дубль 1. Из дома выходит одна из главных героинь фильма – Камила Макдоналл и ее сын Дэвид. Англичанка стала хабаровчанкой 25 лет назад. Камила Макдоналл открыла в Хабаровске школу английского языка. Пользуется большой популярностью, потому что многие хотят учиться именно у носителя языка. Но есть и обратная сторона. Постоянное общение на английском ей мешает полноценно практиковать русский. Впрочем, изначально она и не планировала задерживаться здесь надолго. 1 год, 2 года, и потом дети начали школу, и все понравилось здесь. Дома вы разговариваете с детьми на русском или на английском? Конечно, на английском, да. Ну, конечно, чтобы они знают хорошо английский, да. Можете нас познакомить с сыном с вашим? Конечно. Дэвид. Вот. Привет. Всем привет. Дэвид, ты хорошо по-русски говоришь, да? Ну, в целом, да. Как бы в русскую школу хожу. То есть тебе нравится в Хабаровске? Да, в Хабаровске хорошо живется. Тут погода хорошая, в Англии пасмурно очень. В Англии не такая природа. Ну, да, нет. Другая, вся другая. Там зеленая, но там сложно, потому что всегда дожди. И здесь вот прекрасный, вот солнечная погода, очень солнечный в Хабаровске. И blue sky, как это? Blue sky. Голубое небо. Голубое небо, да. Небо, да. Сцена номер 2. Камила и Дэвид едут на Хехцир. Фильм «Город солнца Хабаровск» снимает при поддержке Президентского фонда культурных инициатив продакшн-студия Boreal Pictures, родом из Хабаровска. Созданная в 2021 году, за несколько лет преодолела региональные границы, теперь создает контент и сотрудничает с партнерами в России, Китае, США и Сингапуре. Главный продюсер фильма и его автор Антон Гаврилов. У вас какая-то часть съемочного процесса происходит в машине. Вы общаетесь с главной героиней, да? Ее сын. Он сидит в машине, и они вместе обсуждают свою поездку на Хехцир. Поэтому мы аккуратно в багажнике там сидим, а они тут говорят спереди. Как вы осуществляли выбор своих героев? Картины я снимаю в первую очередь с людьми или про людей, которые мне дороги. И я знаю эту историю, она для меня важна, и поэтому, конечно, первое, на кого упал пазл, это, конечно, Камила. Так, все готовы? Сцена 3, дубль 1. Итак, начались съемки второго эпизода. Камила вместе с сыном поднимаются на Змеиную сопку. Вдвоем. Ну, как вдвоем. За ними идут, конечно же, режиссеры, операторы, звукорежиссеры, фотографы, ну и, конечно, съемочная группа губернии. Территория хехцирского заказника. Движение на автомобиле запрещено только пешком. Я люблю просто смотреть птицы. И здесь очень много дятелей. Вот, слышал? Это дятел. В архиве Камилы много видео с пернатыми. Снимать птиц сложно, это вам скажет любой оператор, но ей это удается. А однажды даже увидела здесь медведя. А где медведя видели? Ну, там, ближе дорога. Да. Сильно испугались? Чуть-чуть, да. Но это один раз. Сколько раз я здесь? И только один раз видел медведев. Кроме Камилы, в фильме есть еще 3 ключевых персонажа. Все они успешные специалисты, могли бы уехать за рубеж, но предпочли остаться в России и развивать свой регион. Через их судьбы, заботы и любовь к родному городу авторы раскрывают образ Дальнего Востока, его природу, культуру и характер людей. Часть съемок проходила в Москве, и к работе над картиной были привлечены известные операторы, снимавшие как российское, так и голливудское кино. Заключительная локация этого съемочного дня – сопка Змеиная. Поднялись вместе с главными героями на Змеиную сопку. Ну а что делать? Такой вот съемочный процесс, весьма трудоемкий.
Отсюда открывается невероятно красивый вид. В фильме «Город солнца Хабаровск» героев ждут живописные природные виды и закаты, а зрителей – множество узнаваемых локаций во всех районах города. Главная цель съемочной группы – показать Хабаровск не как открыточный центр, а как живую многослойную среду, где герои живут, тренируются, воспитывают детей и идут к своей цели. Картина выйдет в прокат в сентябре 2026 года. Также фильм будет показан и в эфире телеканала «Губерния». А мы продолжаем наш эфир прогулкой по старому городу. Давайте вернемся в историю. Ну, а в историю старого города мы заглянем чуть позже с нашим гостем. А прямо сейчас давайте заглянем в историю автотранспорта. На прошлой неделе был парад к 90-летию ГИБДД, ретро-автомашин. И наш коллега Дмитрий Аргунов продолжает, получается, цикл передач, посвященных из ретро-музея старинным, ну, не совсем старинным, скажем так, ретро-автомобилем, такой ретро-шик. И продолжает наш эфир не что иное, как ушастый запорожец. Ну, он так называется, но я думаю, что для специалистов не секрет, а вот для прекрасной половины отличный способ найти тему для обсуждения с мужчинами. Итак, узнаем все подробности прямо сейчас. 965-я модель «Запорожца» горбатый, про который мы рассказывали в прошлом выпуске, в родственниках имел, судя по материалам журнала «За рулем», и Volkswagen, и Fiat, и даже Subaru. Планировался оппозитник на «Запорожце», представьте. 966-я и 968-я модели ЗАЗ, продолжение линейки, в народе назвали теперь «ушастые» или «чебурашка» за характерную форму воздухозаборников. Их форму, кстати, самым тщательным образом выверяли, для чего в Запорожском машиностроительном институте имени Чубаря была построена собственное, внимание, аэродинамическая труба замкнутого типа, позволявшая продувать модели запорожцев в масштабе 1 к 10 и 1 к 8 со скоростью потока 12-30 метров в секунду. Когда в 1970 году в Запорожье подготовили к серийному производству новую модель, ЗАЗ-968 отказались от горизонтальных перемычек в ушах. Он диссонировал с более лаконичным оформлением передней части кузова, наконец переставший притворяться, что где-то поблизости скрывается радиатор. Это характерная черта 966 модели. Постепенно в новинку 968 модель внедрялось то, что изначально закладывалось в конструкцию. Подобный подход практиковали на всех заводах отрасли. Ветровое стекло триплекс, травмобезопасное рулевое колесо, дверные ручки и салонное зеркало, ремни безопасности. Из внешних изменений владельцы Запоров заметили отсутствие лючка заливной горловины бензобака. Теперь приходилось открывать капот целиком. Крупные каплевидные указатели поворотов на новом месте, под штамповку под номерной знак европейского образца. И далеко не сразу обратили внимание на то, что уши стали короче. Действительно, раструбы воздуховодов теперь располагались над серединой выреза заднего крыла. В таком виде «Запорожец» продолжали выпускать вплоть до 1980 года, когда его, наконец, окончательно вытеснил с конвейера ЗАЗ-968М. Пусть и не модного, но весьма стильного покроя автомобиль, который язык не поворачивался обозвать мыльницей и тем более ушастым. Хотя потому что никаких ушей по бокам крыльев уже не было, но это уже другая история. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Якутии поддержка многодетных семей становится реальностью. За первые полгода этого года более 6,5 тысяч семей получили льготу в 30% на оплату коммунальных услуг, независимо от уровня дохода. На эти цели направлено свыше 97 миллионов. За 6 лет число многодетных семей в республике выросло на 26%, с 29 до 37 тысяч. Якутия лидирует по рождаемости на Дальнем Востоке и входит в топ-10 регионов России. Все это результат системной работы в рамках президентского нацпроекта «Семья». Российские школьники бьют рекорды на ЕГЭ этого года. 330 тысяч выпускников набрали 70 и более баллов. Это почти каждый второй участник, на 52 тысячи больше, чем годом ранее. Самый заметный рост по естественно-научным предметам. Именно эти ребята станут будущими инженерами, врачами и технологами. Средние баллы растут по всем дисциплинам. За 5 лет прибавка и вовсе достигает 10-12 пунктов. Впервые за четверть века появилась 500-бальница. Московская школьница Екатерина Малкова набрала максимальные 500
год сразу по 5 предметам. Еще 8 человек преодолели планку в 400 баллов, а 933 выпускника из 77 регионов стали 200-бальниками. Всегда под рукой. В мессенджере Макс начал работать чат-бот канала и сервисы Якутии. Единая точка доступа ко всем важным услугам региона. Теперь не нужно искать нужные сайты, приложения или формы в разных местах. Достаточно написать боту, и он направит туда, где можно получить справку, подать заявление, записаться к врачу или узнать новости от правительства республики. Как отмечает министр цифрового развития Петр Николаев, это навигатор по цифровой экосистеме Якутии, который объединяет самые востребованные сервисы в одном окне. С начала сезона в Якутии зафиксировано 496 случаев укусов клещей, большинство из которых произошли в 4 районах республики. По данным Роспотребнадзора, 85% случаев зарегистрировано в Алданском, Нерюнгринском, Алекминском и Ленском районах. Из общего числа пострадавших 147 человек были полностью привиты, а более 200 получили экстренную серопрофилактику. Всего на текущий момент вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 15 500 жителей региона. Для населения рекомендуем при пребывании в лесной зоне в белую одежду, чтобы был виден клещ. Также каждые полчаса рассматривали друг друга, чтобы на наличие клеща. Ну и по прибытию домой обязательно, чтобы все вещи, которые с собой носили, себя осматривать на наличие клещей. При укусе клещей обязательно обратиться в медицинское учреждение для удаления и получения иммуноглобулина. Команда яхт-клуба «15-летний капитан» завершила 700-километровый парусный поход от Якутска до поселка Сангар. Экспедиция из 8 человек под руководством Сергея Помогаева преодолела маршрут за 8 дней на 3 современных катамаранах, приобретенных по гранту «Паруса в городе». Несмотря на сильный шторм в районе Кангаласов, экипажи успешно справились с испытаниями и выдержали график. Теперь яхтсмены готовятся к походам по северным маршрутам и участию в соревнованиях на Дальнем Востоке. Перед тем, как идти на походы на речку, здесь тоже проходили занятия. Абсолютно все, кто в команде, они проходили, и вплоть до переворачивания катамарана полностью. Походы у нас в основном все категорийные, и на каждую категорию есть свое положение. То есть, как бы ты не можешь причалить ближе 30 километров к населенному пункту, скажем, таких моментов. Поэтому, когда сам поход пишется, да, получается, весь маршрут уже расписан, где у нас стоянки будут, где аварийные стоянки, выходы, допустим. На этом все. Эфир телеканал продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Всем доброго утра. Сегодня мы не просто так в старом городе, мы решили обсудить его архитектуру с Никифором Семеном Гавриловичем, председателем правления Союза архитекторов Якутии, главным архитектором проектной мастерской «Архиграф». Доброе утро. Доброе утро. Семен Гаврилович, мы не просто так возле Кирова 4/2. Расскажите, пожалуйста, что это за уникальное здание? Это здание дом архитектора Гаврила Васильевича Никитина. Да, действительно, мы не случайно здесь оказались. 1 июля этого года мы отмечали День российского архитектора. Этот праздник был учрежден в прошлом году правительством Российской Федерации. И пользуясь моментом, хотел бы поздравить наших коллег с этим праздником. Старый город вообще сам по себе уникален. Мы знаем, что здания все воссозданы. Вот это здание воссоздано, получается, по фотографиям. Да, многие здания были воссозданы по старым фотографиям и чертежам модерным. Но и есть здания, которые были отреставрированы, которые имеют большую ценность, да, для города, для жителей. Что сложного в воссоздании, получается, таких уголков старой культуры? Мы знаем, что старый город здесь, да, получается, в Якутии, в Иркутске, во многих городах России. Насколько это ценно и насколько это сложно? Сложность, наверное, главное — это сохранение самого здания в первозданном виде. Да? Многие здания, дома не сохранились до нашего времени, и приходилось воссоздать ее по фотографиям, по обмерным чертежам, благодаря энтузиазму, наверное, да, таких архитекторов, которые делали обмерные чертежи, например. Да? Например, надвратная башня
Якутского острога тоже была восстановлена по обмерным чертежам архитектора Марии Алексеевой. Ну, вот, материалы, которые которые должны быть исходными данными для реализации вот таких зданий. А что в первую очередь сохраняют архитекторы, получается, это во внешнем облике? Это какие-то уникальные элементы фасадов, может быть, уникальные элементы того зодчества? Что мы можем увидеть в старом городе? Это все детали. Прямо чем больше деталей сохраняется, тем лучше передается дух того времени, дух здания. В то время тоже работали зодчие, да, вот, их идеи, все это раскрывается, когда все детали они видны на фасаде. Мы знаем, что на данный момент планируется еще один уникальный проект по восстановлению тоже старого города, но уже в другом районе города Якутска. Где это будет и примерно на какой территории? Да, старый город 2 планируется реализовать в квартале 55. Это ограничено улицами Крупская, Ярославского, Чернышевского. Да, там будет тоже интересное место, где будут воссозданы и отреставрированы исторические здания. Будут там и музеи, и зоны отдыха для горожан. В общем, планируется такое интересное место для притяжения гостей и горожан города. Уже есть какой-то план, какие здания будут сохранены и что будет воссоздаваться? Ой, сейчас не владею такой информацией, да? Это надо поглубже изучить историю. Ну, максимально постараюсь сохранить. Да, конечно, сохранение зданий – это самая основная задача таких проектов. Сейчас чем связан современный ландшафт вот, города Якутска, который мы видим? Сейчас очень много проектов именно, получается, современных архитекторов молодых, да? Это на стыке зодчества, сохранения национальной культуры, да, получается, и экологии. Вот что вы можете об этом сказать? Что нам ждать, каких новых зон отдыха, может быть, каких-то интересных идей? Ну, последние годы город сильно преобразился. Это благодаря появлению общественных пространств, благодаря работе федеральных программ, правительства и администрации города. Это множество парков, скверов, набережных. Взять даже, вот, к примеру, реконструкцию проспекта Ленина, какой она была, какая она сейчас стала, да? Реконструкция площади Республики. Это очень большие проекты, и благодаря таким программам они появляются и будут появляться в нашем городе. Но вы бы для себя вот что отметили? Что важнее, сохранение какой-то такой этнической составляющей или новые материалы, лаконичность, минимализм? Это компромисс такой должен быть, и сохранение истории, и в то же время использование новых технологий. Это профессия архитектора, и на этом и основывается. То есть сохранять историю и использовать Ваш любимый арт-объект тогда? Ой, арт-объект. Ну, у меня, например, все-таки пока что это остается вот это вот стадо лошадей, которые у нас находятся, по-моему, ближе к Табаге. Вот у меня, вот, наверное, в моем приоритете все-таки вот это что-то такое интересное. Да, это ландшафтный арт-объект, он, да, действительно уникален. Из города, наверное, ну, отметим, для меня было интересным появление арт-объекта над Вратной башней возле аэропорта города Якутска, да, на площади Гагарина, по-моему. Вот одна из первых таких современных, ну вот как раз стык истории и современных технологий в этом объекте и проявляется. Ну, аналогичный объект, кстати, есть на набережной в городе Вилюйске. Там тоже вот такая же. Да, там, ну... Но там она меньше немножко, да, и немножко легче. Да, Вилюйские вот очень интересные проекты реализовались в этом году. Поющие пески, по-моему, называется, да? Да, ну это сама набережная, да, там набережная. много объектов.
Ну, мы к чему ведем? Мы ведем к тому, что у нас сейчас планируется создание еще одного интересного объекта в рамках вот конкурса молодых архитекторов. Что это будет и когда нам ждать результат примерно? Да, вот сейчас стартовал арт-лаборатория Биеннале, ИГИТ называется, да, что в переводе означает «прислушайся», ну или «сосуд», да, вот такое интересное название ребята придумали. Будет проходить в нескольких этапах, и в конце 3 финалиста будут создавать ландшафтные арт-объекты напротив туристической базы Батамай, напротив Ленских столбов. Это будет началом появления такой интересной ландшафтной территории. Вот, стартовали вот как раз в День архитектора и пройдет до конца, по-моему, августа. Ну, по-моему, участники старше 18 лет и командные, да? Да, команда из 6 человек, они могут быть, там будут включаться и художники, и архитекторы. Ну, это целая такая сборная команда, и строители, кто умеет там руками своими делать. И, когда увидим результат? Вот в августе увидим. То есть в начале августа начинают, в конце августа можно ехать смотреть? Да. В течение недели или 2 там прямо команда выезжает туда и будут создавать вот такие арт-объекты. Это только начало. И это, каждый год будет это все увеличиваться, развиваться. Я знаю, что мы не просто так сюда пришли. Вот еще одно здание. Давайте немножко перейдем, чтобы тоже в кадре было. Это здание сейчас эксплуатируется Алмаз-Аргентбанком. А вообще это получается вот уникальность его в чем? Это русско-азиатский банк. Он в начале 2000-х годов был полностью разобран и восстановлен с сохранением 80% оригинального материала. То есть это уникальный случай реставрации, да, благодаря кропотливому труду реставраторов, архитекторов. Мы имеем вот такой ценный объект культурного наследия, как Русско-азиатский банк. Спасибо большое. У нас, к сожалению, заканчивается эфир. Дорогие телезрители, вы можете этот объект увидеть у нас в городе Якутске. Теперь вы знаете о нем немножко больше, не будете пробегать мимо. Спасибо нашим гостям. Но мы с вами прощаемся. Вот такая у нас сегодня прогулка состоялась по истории, по тому, что мы ждем. Ну и до новых встреч. Увидимся в эфире в понедельник.